Так. Сәлем, дуслар. Хайрлы иртә. Сағат 9. Кто такой манкурт? Ну, вот это он объясняет. Я закинул в Телеграм каналы свои. Теперь захожу в контакт, в комментарии. Комментарии, да, мне просто вахуй, блядь. Вахуй, блядь. Сейчас это загружу везде. Ну, один пишет, женщина. Жунусбаева. Умсун. Ну, наверное, казашка, наверное. При СССР мы тоже были манкуртами, слава Аллаху, что теперь изучаем и говорим на своем языке. И ей ответы. Сейчас посмотрим. Если запрещали казахский язык, откуда мы знаем язык? Я знаю 3 языка. Русский, казахский и свой родной. У нас были школы казахские и уроки казахского языка не выдумывайте. Окей, кто-то ей ответил так. Сейчас там еще хуже есть. Вы... Антарес какой-то. Вы сейчас, манкурты, забыли, что у вас как государство с границами никогда не было, и это все вам дал СССР. Внешность монгольская, язык тюркский, вера арабская. Вы ими всегда были. Российская империя, по-твоему, воздух колонизировала. Про Золотую Орду слышала, которую вы 300 лет дань платили. Про вас то же самое можно сказать. Внешность европейская, язык полуславянский, полуфинно-угорский, вера греческая, а цари все немцы. Так мы и не отрицаем, и не придумываем себе новую историю, и не хрен было лезть в русские земли. Так что сейчас просто мяч на стороне России. Да, русские земли это не новый анекдот, но каждый раз смешно. Вы-то и придумываете себе историю необъявленной империи, хотя по правде часто получали за щеку от финнов, японцев, турков, а сейчас уже и от украинцев. Да и вы уже давно не прайме Америка и Китай, вот это и правда мощные империи. Тебе нос недавно поломали, что ты нюх потерял? Ты точно из парашки. Там ведь запрещен инста. Ты скорее любительница русского мира издалека. В России много манкуртов среди малых народов. Ну, окей. Короче, вот самое интересное. Вот меня убило, вот это. Будьте осторожны с арабизацией, а то манкуртами будете. Вот я вот этого в ахуе, блядь. В каком смысле, блядь, арабизация делает нас манкуртами? Че, ёба дались? Когда ислам они называют арабизацией. Никто арабами не становится. Вот я среди арабов живу. Я им в лицо могу сказать, пидорасы вы. В лицо. Я арабом становлюсь, что ли? Уёбки, блядь. Воруют, наркоту продают. Как я могу стать, как они? Вот как я могу, как они стать? И когда пидорасы, дальше читаем, вот эти пидорасы конкретные, блядь, и особенно это что-то в последнее время выходит из Казахстана, вот эта хуйня. Учись, потом писать будешь, окей. Кто пьет до сих пор водку и курит сигареты и матерится на русском, вот манкурта, мусульман не трогай. Окей. Хоть кто-то защитил мусульман. Будешь ты мне еще указывать арабский манкурт. О, арабский манкурт. Прикиньте, арабский манкурт. Это пиздец, что выходит в Казахстане. Я уже несколько раз вам постоянно озвучиваю. Там пизды дали мусульманам в Казахстане. Там что-то сделали, хиджаб сняли. Сейчас в Узбекистан это уже проникло, блядь, снова, блядь, каримовская система. Также Меш, ты манкурт. Чингис Айтматов. Так. И окей. Вот какой-то хуй. Давайте мы к нему зайдем, прикольнемся. Вот двое вот здесь, блядь. Вот эти мудаки, блядь. Выходим оттуда. У нас много казахов, хоть и знают язык, но не знают истории и традиции. Религия их лишила всего. Религия, оказывается, лишила всего. Язык их стал арабский. Традиции и праздники не только арабские. Язык молитвы арабский, одежда и музыка арабская. Чужой стране поклоняются, куда они едут, это арабское. Кутакбаш, тебя не должно ебать, куда они едут и кому они поклоняются. Каждая сука, как ты, должна поклоняться исламу.
Если ты, пидорас, считаешь себя мусульманином. Если ты не считаешь себя, или ты там тенгри, хуенгри, блядь, нахуй, оставайся вот в этой ебучей многобожьей системе. Тебя не должно ебать ислам. Вот таких вот гандонов я не могу понять, нахуй. Я не могу понять, почему, блядь, в Казахстане терпят таких гандонов, блядь. Пизды надо давать. Мусульмане будут править миром, только мусульмане. Не надо там нахуй говорить себя арабом. Ты мусульманин казах, я мусульманин узбек, башкирт, татар. Я же не отрекаюсь от своей нации, блядь. Вот эти пидорасы баламутят. Это баламуты, которые мозга ебут нахуй. Вот это меня выбешивает в последнее время. Блядь, ну не ожидал, что это с Казахстана. Чё вы нахуй? Монголия становитесь? Как Монголия, что ли? Монголы такие же. Зачем тебе? Мне вот, у меня есть знакомые монголы, говорили, зачем тебе намаз читать, говорили. Я говорю, я мусульманин, я не монгол. Понимаете? А вы себя ведете как монголы. Кто-то ему потом затыкает. Учиться надо, почитай, откуда ислам пришел. Ученый вышел. Еще скажи, учи мат, часть. Я вообще от твоего ума сойду с ума. Чую слова Манкурта. Хоть кто-то ответил. Чуйканды көтінен шығарсай берін шиден. Окей. Из иудизма и христианства. Кто-то пишет, это не казахи, уже это манкурты, рабы бедуинов. Видите, вот каждый второй в Казахстане чмырит ислам. Они чё, сука, откуда они вылезли, блядь? Из какой пизды они вылезли, блядь? Много манкуртов стало у татар. Блядь, понятно. И что? Ты сам манкурт. Чё на русском тогда пишешь? У себя в блоге и пропагандируешь Корею. Чё Казань, Әлмәт, татар тілі білән ақша тапқарға болмай ма? Чем тебя так накурили? Сен үзін нәрсә тартасың. Менің ішлер көбірек мусульман сенің кебек манкуртлар хисапларға. Видишь, даже тут татары уже друг друга сразу затыкают. А казахи пока друг друга больно не затыкают. Так, извините, при чем здесь татары? Чингиз Айтматов, Кыргыз, фильм играли, туркмени. Я понимаю, татары тоже наши братья, но чем связано с этой не понял. И это долбоёб вообще, он не в курсе. Причем здесь какие-то определенности. Чингиз Айтматов, можно сказать, изобрел новое слово. Ну вот именно, он даже вот этот хуй, который, блядь, шир какой-то, блядь, слышит, блядь, вижу книгу, вижу фигу, блядь, да, блядь, смотрю в книгу, вижу фигу, блядь, из этой категории, блядь. Он намаган даже, вот этот Кыргыз, блядь. Причем, вот я ему отвечает, хоть этот Ильнур, блядь, хоть и манкуртом его называют, он отвечает. Ладно, вот смысл поняли, да, смысл вот этот момент. То, что, блядь, здесь говорится больше, я дохуя вижу, не только здесь, дохуя вижу, что, блядь, заебали они реально, что, блядь, именно в Казахстане говорят о том, что арабизация, хиджаб нельзя, лицо закрывать нельзя, это нельзя. Эй, не должно вас ебать, блядь, ислам, не должно вас ебать. Тем самым вы не теряете свой казахов, вы уже потеряли в русском мире свой Казахстан. Вы потеряли его уже нахуй дохуя давно, пока еще меня не было на свете. И мы, татары, башкиртами потеряли, и узбеки потеряли давно все. Но никто из них не говорит, блядь, арабизация, блядь. Арабизация, блядь. Вы где слышали, что у узбеков арабизация, блядь, кто-нибудь говорил? Астафируллах, бойтесь Аллаха, не будьте долбоебами до такой степени. Не будьте долбоебами, блядь. Заебали уже, заебали. Казах, өзіңнің милләтіңні позоришь перед Аллахом. Не перед нами, перед Аллахом. И Аллах Та'алям Крымда жауап бересіз. Вы не думайте, что, блядь, на такой расслабухе вы будете жить, блядь. Ислам будет везде. Каферы, хуяферы, все будут, блядь, нахуй уничтожены. Вот такие, которые говорят, блядь, арабизация, блядь. Hech kim arab bo'lib qolgani yo'q, men даже arab tilini bilmayman. Hech kim arab bo'lib qolmay,
Араб болар үшін әлі, да хуя тебе надо что-то изучить, блядь. Заебешься быть арабом. Нормальным. А не нашапурышем, блядь. Так что вот, я вам ответил, надеюсь. Хватит уже, надо срочно, блядь, нахуй, уничтожать вот таких пидорасов внутри у себя в республике, которые пиздят против ислама. Давай, Исан Соу.